Почему Казахстан катастрофически отстает от Китая? Почему с одной стороны границы нищета, а с другой благополучие? Можно долго сравнивать экономики Казахстана и Китая, а можно один раз все увидеть своими глазами. Мы покажем вам два населенных пункта, расположенных буквально друг напротив друга. С одной стороны границы казахстанское село Бахты Абайской области, с другой китайский город Чугучак. С одной стороны разруха, убитые дороги, уличные туалеты с дырками в полу, с другой развивающийся современный город с торговыми центрами, кинотеатрами, кафе и ресторанами. Например, жители Семея проделывают путь 600 километров, чтобы провести выходные в Чугучаке, развлечься, отдохнуть, подлечиться, ну или просто пройтись по магазинам. Ведь для пересечения границы виза теперь не нужна. Казахстанцы едут туда, тратят свои деньги, а по сути дела вкладывают их в развитие этого самого китайского города Чугучака. В развитие Бахты никто ничего не вкладывает. Бюджет поселка 26 миллионов тенге в год, то есть чуть более 2 миллионов в месяц на все про все. На коммуналку, на развитие, на ремонт дорог и развивайся как хочешь. Население Бахты постоянно сокращается. Сегодня в поселке проживает менее 2500 человек. В Чугучаке уже 158 тысяч жителей. А ведь еще 35 лет назад по сравнению с Бахты китайский Чугучак выглядел дырой. Бедные китайские крестьяне жили в глинобитных домиках, возделывали свои поля и едва сводили концы с концами. Но к середине 80-х годов прошлого века китайская политика реформы и открытости, которая стартовала в крупных городах, добралась и до сельской местности. Примерно тогда же в СССР началась перестройка. То есть и Бахты, и Чугучак вступили в эпоху экономических перемен примерно в одно и то же время. Более того, условия для развития у них были одинаковыми. И по ту, и по эту сторону границы нет крупных промышленных предприятий, нет каких-либо залежей полезных ископаемых. Но есть торговый путь из Китая в Европу, один из маршрутов современного шелкового пути. Столетиями вдоль караванных дорог возникали и развивались города: Тарас, Отрар, Туркестан и так далее. Чугучак повторил их судьбу. Он возник и развивается как логистический центр. А вот Бахты деградирует, имея те же самые возможности. Так в чем же причина? Съемочная группа Айрана съездила в Бахты и Чугучак. Мы поговорили с местными жителями, с приезжими, с экспертами. Несколько раз звучала одна и та же мысль. Ну, вы сравнили Китай с населением в 1,5 миллиарда и Казахстан с населением в 20 миллионов. Но нельзя все объяснять только лишь количеством людей. Одна из самых густонаселенных стран, Бангладеш, остается одним из беднейших государств мира. В Центральной Азии самый мощный человеческий ресурс имеет Узбекистан, но это обернулось для страны массовой трудовой миграцией. Людской потенциал еще не гарантия успеха, им надо уметь распоряжаться. Так почему всего в нескольких километрах друг от друга существуют два совершенно разных мира? Давайте разбираться. Всем привет! Мы находимся в поселке Бахты Абайской области. Буквально в 5 минутах езды отсюда находится граница между Казахстаном и Китаем. Особенным этот населенный пункт делает как раз-таки соседство с Поднебесной. Интересно то, что на таком же расстоянии, но на той стороне границы есть современный новый китайский город Чугучак, на казахском Чаушек. Еще интересно то, что вот этот пограничный пункт работает долгое время, но практически всегда здесь проходили только автомобильные маршруты. В прошлом году здесь открыли пеший проход для туристов. По идее, эта новость должна была стать импульсом для развития двух населенных пунктов по обеим сторонам границы. Но так получилось, что в Китае образовался новый современный город, а в Казахстане поселок Бахты остался на таком же уровне. 30 лет назад, по рассказам старожил, оба города находились на одном экономическом уровне развития. То есть это были маленькие одноэтажные домики, небольшая какая-то торговля и так далее. За 30 лет в Китае построили новый современный город, а здесь, в Бахте, все осталось как будто так же, как и было. В этом материале мы хотим показать этот контраст двух городов. Как живут люди в Китае, в новом городе, и в Казахстане. Почему так получилось, что у китайцев вышло построить новый мегаполис, а здесь, в Бахте, все осталось так же, как и было.
Да, кстати, переходя границу Китая, с такой идеей мы идем на определенный риск. Госструктуры Поднебесной внимательно следят за журналистами, тем более иностранными, поэтому мы решили перейти границу как туристы и снимать все, что увидим, на телефоны. А затем мы перейдем на казахстанскую границу и уже покажем вам реалии жизни поселка Бахта. Ну вот, попытались мы проехать через границу сами на своей машине, но вопросы возникли уже у пограничников с нашей стороны: кто вы, откуда, зачем и так далее. Поэтому приняли решение немножко раствориться с толпой и проехать через границу на туристическом автобусе вместе с туристами, чтобы к нам не было лишних вопросов. Сейчас поедем на автобусе через границу. Купили мы билет за 5000 тенге, да? Да. На автобус с каждого человека. И нужно было заполнить декларацию, где указали, зачем мы едем, куда мы едем, в какой город, с какой целью и так далее. И эта декларация как раз таки будет объяснять все наши намерения, поэтому надеемся, что дополнительных вопросов к нам не будет никаких. Вот вышли мы с границы, поставили печати в паспорте. Вроде бы вопросов никаких не было. Здесь сразу же на выходе с пограничного пункта встречают так называемые менялы, да? Меняют валюту, предлагают довезти куда-то. Но вообще впечатления такие, конечно, что здесь прям терминал пограничный, прям аэропорт такой, что нету, конечно, с нашей стороны границы. У нас там просто будка какая-то, где пограничники проверяют багаж и ставят печати. Здесь прям такая цивилизация, конечно. Вообще, мы когда переходили сюда границу, нам пограничники наши казахстанские сказали: готовьтесь, сейчас вы попадете совершенно в другой мир. Даже вот дороги как-то разукрашены прям по-разному. Утром, Вот не поленились люди, китайцы, разукрасить дорогу. Блин, асфальт просто разукрасить. Минут 20 мы ехали с пограничного пункта до черты города. И за все 20 минут ни разу не увидели каких-то пустырей, пустых мест. Были только поля и в основном вот здания, строящиеся здания, построенные здания, машины. Вот такие дороги здесь, пешеходные, тропинки, аллеи. То есть каждый свободный участок здесь используют по максимуму. Ну вот начали мы наше путешествие по городу Чагучак. Вообще нас немножко расстроили, что в центре города снимать немножко опасно. Ну и в принципе мы замечаем, что когда мы идем с камерой, хоть даже снимаем на телефон, все равно какие-то подозрительные взгляды ощущаем на себе. Ну что можно сказать об этом городе? Город живет, город кипит, бурлит. Вообще мы сюда приехали, чтобы посмотреть, как сильно он развивается, потому что наши зрители нам сообщили, что предложили вообще снять вот этот город, снять сравнение с нашим поселком Бахты, который находится на границе с Китаем, с казахстанской стороны, и вот этот город Чагучак. Разница уже, мы здесь примерно 2 часа находимся, разница уже ощущается, то есть здесь мегаполис, хотя жителей по сравнению с другими китайскими городами не очень много. Как нам сказали, 160 тысяч человек здесь проживают, и еще 160 тысяч человек примерно сюда приезжают и уезжают с других городов Китая, с Казахстана, с России и так далее. В основном занимаются здесь торговлей, точки общепита, какие-то развлечения нам обещают показать, музеи. И мы видим, что город строится. Здесь буквально на каждом шагу какая-то стройка, какие-то многоэтажки строят, какие-то парки разбивают. То есть, у них еще есть аэропорт, что меня, например, удивило. На 160 тысяч человек строить аэропорт, я не знаю, насколько это целесообразно. Но, скорее всего, связано это как раз-таки с туризмом. То, что и внутренний туризм у них развивается. Со всех многомиллионных городов сюда приезжают. И поток туристов из Казахстана, из России, из других стран.
Кстати, интересно, что здесь, вот на вот этой вот аллее кафешек, очень часто слышится казахская речь. То есть люди на казахском разговаривают. Может быть, это и не казахи этнические, скорее всего, это уйгуры. Ну, у них тоже языки похожие у нас. Поэтому, в принципе, можно понимать, что местные жители о чем разговаривают друг с другом. И еще из интересного, здесь мы сейчас счет оплатили Каспий QR. То есть нам раздали Wi-Fi, мы заплатили за счет через Каспий QR. Тоже прикольно, круто. Ну, мне кажется, для алматинской аудитории, для казахстанской аудитории это, ну, такой прям жирный плюс для посещения китайского города Чагучак. А здесь у нас интернет. Анадан өзі шығады маған емес. Интернет. Wat ik geef oma, ja. Oké, C'est ça, ja. Alibi. Bienvenue. Oké. Сегодня вот шеушек, как его называют казахи, по-китайски на Путунхуа его называют тачың, это сокращенно от Тарбагатайшың, то есть город у Тарбагатайских гор. Вот, уйгуры его называют Чучек. Так вот, город это сегодня административный центр Тарбагатайского, как казахи называют Аймак, а на русский также переводят как округ или Казахской автономной области, Суар-КНР. То описание Чугучака, который еще Коншин, и вот Ефим Ефремов, священник, который бывал российский там, они вот описывали его, помните, с узкими улицами, с глинобитными домами. Он, судя по фотографиям, вплоть до вот открытия Синьцзяня после долгих лет советско-китайской конфронтации, он таким и являлся. Я туда попал первый раз в 99 году. Он уже был достаточно развит. Но вот те, кто бывали раньше, они говорили, что основная масса глинобитных домов, гуси, куры, скот, который еще пасся на улицах. Я застал, как ломали большие районы саманной застройки. Это были глинобитные с плоскими крышами дома. И вот если вы были в Чугучаке, то видели вот эту старую народную площадь центральную, да, вот вход в этот парк. Вот где был этот парк, где эта речка Улиастай, за ней стоит Народный дворец культуры. Вот это вот все, это были саманные домики, которые стояли по берегам этой речки. Вот их уже при мне ломали. Саламатсыздар. Сау. Кіруге бола ма? Аға, мына ауыл немен өмір сүреді, соны айтыңызшы. Ауыл немен өмір сүреді? Малдан басқа тағы не бар? Басқа түк жоқ. Түк жоқ. Ана шәуешекті деген керемет қылып дамытып тастаған. Саламатсыз ба? 10 жылда дейді салдық дейді ана қаланы. Бері қарай өттік. Бүгін таңертең өттік та, сосын мен айтып жатырмын журналистерге. Құдай біздің көңіл күйіміз түсіп қалды. Чәуешек баяғыда осы жер жаман болатын. Иә. Осы жерде 57 жыл туған болатын. Чәуешек ана жерде қытайлардың үлгінің шляпасын киіп алып бақшада жүретін. Далада. Күні бойы. А қазір қара қалай дамыды. Это өкіметке байланысты ғой оның бәрі. Семей облысы вообще не родной ғой, біз ана жетім баласы сияқтымыз Қазақстанның, былай қарағанда. Дұрыс айтасыз. 30 жыл қаралмады Семей облысы негізі. Жетім баласы болдық біз Қазақстанның. Шәушек, вы говорите, хуже, да, было еще? Конечно, хуже было. Там ничего не было. Ничего не было. Здесь было поле только. Они все на поле работали. С утра до вечера, до ночи работали на поле. Я сажали что-то, не знаю, что сажали. Ну, нас не допускали туда. Но мы, когда ездили, вот автобус между Акчукой, здесь автобус проезжал вдоль границы. И мы всегда видели все это. Они работали на поле, ничего не было. А сейчас вечером посмотри, как цветет там, как в Эмиратах прям. А когда начали вот они строить все это? Ой, блин, последние Как вот эти открыли соны, 90 жылы уже, 91-ден бастап там уже вот, 91-ден, содан бастап уже до 2000 движение года было. ничего не было. Потом после 2000-го все пошло прямо бурно.
Қазір қарасыңдар. 20 лет, да, значит? Да. Маханшы районы болған, мықты район болған. Оны жойып жіберді де Уржарға апарып қосып тастады. Ар жағында Таскескен район, оны жойды да қосып жіберді. Өзі облыстың өзін Семейді мысалы Өскеменге ауыстырып жіберді. Бір облыс, неше облыс, екі облыс қосып тастады. Біздің бір ауданды алды да бытшытын екі ауданды бытшыт қылды да бір аудан қылып тастады. 3 ауданды қосып бір аудан қылып тастады. Енді қайтадан міне Маханшы ауданы дейді, но ақша жоқ. Ештеңке бөлінген жоқ. 2 жыл болды тұрғалы. Енді Абай болғалы да өзі 2 жыл болды. 3 жыл болды Абай по-моему. Мынаған 2 жыл. Түкте ақша бөлінбейді, ештеңке істелген жоқ. Таки тұр. Әкім келді ме өзі? Облыстың әкімі объезд жасау керек қой. Келді. Вертолетпен келеді, вертолетпен кетеді. Нормально. Төбемізден қарайды да. Нормально. Қонатын жер жоқ қой оған. Боқ бәрі. Мен осы жерде тудым, өстім, бұл деген мықты қой совхозы болды кезінде. Мысалы үшін үлкен қырман болды. Мен білетінім бала кезден. Бидай екті. Егетін жер болды, значит, тауда бидай екті, камаздар қырманға бидай әкелетін, значит, өздері қамтамасыздандырды ғой енді. Мысалы, қой, овес совхоз, меранос породасы өсті, мысалы үшін. 100-ден 103-ден алған шабандар болды. Шаушек тоже такой же был, да? Даже хуже. Не, Шаушек, когда біз Шаушекке кірген кезде, мысалы, мен 15 жыл кірдім. 16-да бізді тоқтатты ғой визаны. Біз 1 жылдық виза жасаймыз да, кіреміз ғой. Постоянно кіреміз. Ну, что, 18 километр, что бы не заезжай. О кезде біз кіріп жүрген кезде де нормально бола бастаған кезінде кірдік. Мен ең алғаш 2004-те кіргем, сол кезде де жақсы болды Шаушек. Ну, бірақ бізден хуже болды ашылған кезде. Енді олармен бізден не сравнить? Қытайдың экономикасы бүкіл әлемді қамтып отыр. Енді оны бәріміз мойындаймыз ғой. Әрине, мойындаймыз. Сондықтан біз олармен олар миллиард, біз миллион. Рынок қай жерде күшті? Де халық көп жерде күшті. Развивается лучше. Рабочей силы много, больше там. Ну, здесь имеется в виду, даже не пытались ничего сделать, как будто бы. Ну, дай, солай тұр, и не істейміз. Солай тұр, қалай болды ауыл, солай тұр. Объездный жолда жоқ, мына жол, халықтың жолы, да? Оқушылар мектепке барады, мысалы үшінге. Ал егер машинаның несі поток көбейсе, мына жерде невозможно. После того, как началась приграничная торговля, там был большой рынок, туда ездили еще советские челночники, так скажем, возили туда много металла. Если видите, то сейчас на границе большое скопление автомобилей, тогда было точно так же, они все были гружены ломом черного, цветного металла и так далее, все, что из Советского Союза туда тогда, в 90-е годы, экспортировали из Казахстана. И за счет этой приграничной торговли город быстро поднялся. Вот этот центральный проспект Синхуа застроился, потом постепенно остальные улицы застроились. Вообще сам центр города, он такой компактный. Здание 3-4, максимум 5 этажей. Вот сколько здесь? 4 этажа. На первых этажах, как правило, магазинчики, бутики. На верхних этажах, наверное, квартиры, живут люди. В нашем представлении центр города это был такой высотный центр, да, высотки. Оказывается, здесь самое высокое здание, 26 этажей всего. А сам центр, он такой пешеходный центр. То есть люди здесь входят, чтобы было удобно именно людям, пешеходам. Ну и транспорт здесь повсюду. Вот такие вот мопеды, велосипеды. В основном катаются местные жители на таком транспорте двухколесном. Сейчас посмотрим, что мы здесь можем закупить, что мы здесь можем купить. Представляешь, люди просто берут и оставляют, и никто ничего не трогает. Серьезно? Прикинь, если кто-то что-то забрал, везде камера, и они могут вычислить через какой-то вичап, и все, они поймают преступника. Прикинь? Кстати, да, нет уже, да, замков, Да. Ни одного замка, Посмотри, что интересно. ничего нету. Красный, синий, Даже- синий. Даже каски лежат просто в корзиночках и все. Смотри, в Казахстане вот эти районы же есть, области, уже 5 лет не могут город построить. Там даже административное здание не могут за 5 лет. А вот этот город за сколько времени был построен так красиво?
这个改革开放到现在，就是新建的城市有几年？有没有个30 года? 30 лет? 30 лет. Каждый год, где место, да, 30 лет там, да, все убирает. 15, как читай время, 15 лет там лимон делают по-разненький. 15 лет там лимон делают, если где место, не очень все забирай, новенький делают. Сносят и новый строят. Да, новенький, по-разненький. Через 30 лет каждый. 30 лет, там, 15 лет, там, 10 лет, по-разненький. Не точно, как потом и лимон делают. Не очень. А здесь базар есть? Есть базар. А что можно купить? Ой, там много есть. Есть дешевый, дорогой магазин. Один день не успею вас. Там есть и одном магазин, да, хорошее качество, очень дешевенький. У нас оптом продают. Цена, 50-60 юаней. Ну, такая магазин. Ну и что, свою территорию города чугучакцы, да, если их так можно назвать, жители города Чугучак, используют не только для строительства жилых домов, не только для торговли, не только для базаров, но и вот делают вот такие вот парки, разбивают. Есть это какое-то водохранилище городское в центре города, напоминает чем-то Нью-Йоркский центральный парк. Ну и есть сходство с Алматинским Сайраном, да, даже вот этот вот мостик, который проходит вдоль всего водоема, соединяющий два берега. Но здесь, конечно, все такое капитальное, вон там видно опоры каменные прям стоят. То есть и здесь током, скорее всего, никого не бьет, да? Ну да. Все такое добротное, деревянное, сделанное с умом и, видимо, ни на 1, ни на 2 года. Мне кажется, феномен вообще китайцев в том, что они не сидят на месте. Каждый что-то делает, каждый что-то продает, каждый оказывает какую-то услугу, какая-то парикмахерская или какой-то просто маленький магазинчик. Вообще каждый чем-то занимается. Вот чувак просто поставил в парке колонку с компьютером и поставил телефон. Просто стримит то, как он поет. И, видимо, получает за это бабки. Поставил такую колонку, такой монитор. И просто стримит свое караоке-шоу. Не перестаем удивляться находчивостью китайцев и тому, насколько быстро все появляется в их городах. Вот буквально в этом районе, может быть, 10-15 лет назад был пустырь, тот самый, такой же пустырь, который ведет с границы до Сюдова. Ну, были пару мест таких, где есть пустыри, точнее поля, где засеивают какими-то культурами. Ну а здесь вот уже в черте города они разбили такой парк. За моей спиной вон там вы видите, сколько жилых домов построено. Смотрите, есть города с культом личности, да, где ставят памятники престарелым диктаторам, а есть города с культом аккордеонов. Вот Чугучак как раз-таки такой. Везде эти аккордеоны, везде. Вот огромный аккордеон. Вот юноша стоит с аккордеоном, как будто бы играет. Символ единства народов, они объясняют, символ единства более 50 народов, которые проживают здесь, в Чугучаке, это вот этот аккордеон. То есть музыка объединяет народы, которые здесь проживают. Ну, я, если честно, в шоке, что они настолько помешаны на этих аккордеонах. Если немножко вернуться назад, вот эти вот одноэтажные глиняные дома, вы говорите. То есть, по сути, город до 90-х годов, он выглядел как деревня, да? То есть там люди разводили скот, курей. Если точнее выразиться, как среднеазиатский кишлак, наверное, да? Глиняные саманные дома с плоскими крышами. Где-то в конце 80-х годов они построили вот там, где сейчас первая народная площадь у них же теперь новая строится, видели, да, новый административный центр они строят, там новые абсолютно районы жилые появились. Так вот, там как раз они построили кинотеатр Тарбағатай, и это казалось, что одно из шедевров архитектуры тогдашнего Чугучака. Потом появилась дорога асфальтовая, потом очень хорошая асфальтовая дорога. Они даже хвастались тогда, показывали, вот автомобиль едет и в стакан не расплескивается, они специально ставили вот на приборную доску. Затем она расширилась, и сегодня увидите, это проспект.
То есть это уже абсолютно застроенный проспект. Город вырос и тянется к границе. Заметили, да? Уже жилые постройки, административные постройки. То есть город растет. Ну, Бахты наш довольно, я считаю, крепкое село, но оно в город не превратилось. Ну вот мы и вернулись в казахстанские реалии, и, честно признаться, становится очень грустно. Ну, сами представьте, когда вы переходите границу Китая через огромный терминал, который похож больше на аэропорт, и переходите границу Казахстана, которая состоит из какой-то будки, где сидят два пограничника, и далее вы едете на автобусе по таким очень не дорогам даже, а, наверное, бездорожью, и выезжаете вот сюда, в такое поле, где есть 2 магазина и 3 столовой. Вот становится очень грустно. Пограничники наши, конечно, говорят, нет, мы здесь строим, и мы действительно видели, ведутся строительные работы, построить обещают скоро точно такой же терминал, как и в Китае, но когда будет это скоро, никто точно не говорит, и будет ли вообще так же, как в Китае, тоже неизвестно. Но даже если будет, и когда это будет, то вот жизнь вот этого поселка, оно, скорее всего, особо не изменит. Сатебедің жөндегенде жүрген мен үйімде тұрған. Айтыңыз. Көшенің бәрі мен су батпақ болады. Мына Абай көшесі. Сен Абай көшесінен шықсаң түгел. Мына балаларым 5 бала бар, 5 немере ұлым қолымдамын. Тура көтеріп өткізесің, ана жаққа апарасың, мектепке апарасың. Келіп айтсаң, иә қазір дейді. Сонда екі-ақ машина мынандай тас төкті, оны жайып беріп кетті. Өзім бәлседен шыға қалғам, міне мама төгіп жатыр дейді келін. Қайта қарасың. Тағы 1-2 күнден кейін, 1 айдан кейін тағы келіп 1-2-еуін төкті. Сонымен отырмыз. Или оны жөндемейді мына Абай көшесін. Абай көшесінде тұрам, енді міне пенсияға келіп отыр. Бұрыннан бері бірдей секілді болып тұр. Бірдей сияқты болып тұр. Ешқандай өзгеріс жоқ. Өзгеріс жоқ. Топырақ, су, міндет аттап өтесің. Бітті балалар. Су қайдан келеді? Біз су көрмедік неерден. Қазір су жоқ, бұрыннан болады. Жауын жауғанда тұрып батпақтап өтеміз. Қар ерігенде. Енді сіз жарайды, енді 45 жаста осы ауылдың болашағы жастар. Жастарға келінім мына жұмысты. Не керек екенін қайдан білейін, керек сол. Маған жолым жөндеп берсе болды. Одан басқаның керегі жоқ. Біздікі мынау не ғой? Қазақстанның беті ғана. Жасау арасында болады ғой. Ұяттау арасында. А бірақ былай жақсы Қытай деген осы дамып кетті осы. Қытай деген сұмдықтамыз. Олар бәрі бар. Барсаң өтіп тұра шыққың келмейді. Ал бізде енді бірақ біздікі де жасап кетті. Жақсы біздікі де. Нормально, мен ойлаймын. Сіз Қытайдың компаниясы жұмыс істейсіз ба ма Қазақстанға? Жоқ, мен мысалы туристер кіргіземін, қайтадан шығарып беремін болды. Менің жұмысым өзі. Ал Бақты туралы алсақ, Бақты енді жаңадан не келді ғой, әкім Малой, өзіміздің ауылдың жігіті. Вот енді сол қолына алды бәрін. Мен өзім сенемін. Бәрі в порядке дейді. Все в порядке? В порядке. Как это может быть в порядке? Ана қаланы көрдіңіз бе? Қанша жыл болды осы жақта тұрып жатқаныңызда? Ой, 50 жыл. 50 жылда бір барып көрдіңіз бе ана жерге? Қытайды да көргенбіз сол. Қандай екен? Сіз қалай ойлайсыз, мына ауылға не керек қазір? Білмеймін. Айтшы сен, мен айтыңызшы. Такие вот сравнительные анализы, как деревни после бомбежки, да, как село Бахты у нас, и процветающие города на границе Китая, которые еще десятилетия назад выглядели сравнительно хуже. А это на самом деле прямое следствие того, что в Китае существует эффективная экономическая модель, а у нас неэффективная. Да, из чего складывается эффективная китайская модель? Ну, в первую очередь, вот важно сказать, что разная работа китайских губернаторов и наших акимов. Потому что у китайского губернатора его карьерный рост складывается из того, какие сегодня темпы социально-экономического развития региона, привлекаются ли в регион инвестиции, создаются ли рабочие места, увеличиваются ли налоговые поступления, экспорт, стройки и так далее. И в свое время, если вы помните, Си Цзиньпинь был губернатором провинции Фуцзянь, и он достаточно эффективно вот эти показатели, да, показатели инвестиций, экономического роста, создания малых и средних предприятий, вот эти вещи очень эффективно развивал, потому что он понимал, что от этого зависит его карьера. В нашем случае карьера областного акима или городского акима не зависит от того, приходят ли в регион инвестиции, какие условия для бизнеса, сколько создается рабочих мест, сколько построено жилья. А его карьерный рост зависит от того, не происходит ли в регионе ЧП, от того, вовремя ли осваивается бюджет, как школы подготовлены к отопительному сезону. И поэтому получается, что разные стимулы
Да? И вот это очень сильно, на самом деле, это очень сильно влияет на экономическое развитие. Потому что в китайском случае губернатор ходит за бизнесом, губернатор ходит за компаниями, показывает им сервисную экономику. Что еще мы можем сделать, чтобы вы лучше развивались, чтобы вы больше приносили доходы в бюджет и так далее. В нашем случае этого не происходит, потому что акимы понимают, что любая недостача бюджета будет закрыта через трансферты и субсидии с республиканского бюджета. Жеке өз басыммен келесі жылы келем десеңіздер өзгеріс болады, обещаю. Обещаю, не кіре берсін арқамызға мысалы көздеп жоқ отырмыз. арканы қоя қойыңыз. Арка деген онша проблема емес қой для халыққа басқа нәрсе проблема. Вот даже просто, да, мы приехали, как зашли, перешли через границу, первое, что хочет, в туалет сходить, правильно? Идем вот в дырку в земле, грубо говоря. Нету других туалетов просто. Нету. Просто деревянный. Ана жерге туалет қойып қойсаңыз. Жоқ, облыстық қазавтожол міне екі жаңағы сіздер өткен асфальт төселген нейтральный территория, соның бір жақ шетіне қояды, теплый туалет жаңағы. Өзіміздің жолдың бойындағы сияқты. И міне мына жерден жоспарланып тұр. Фуралар тұрғандардың жанына. Ана фуралардың ішінде ыстық күнде адамдар қайнап жатыр. Нельзя было просто какой-нибудь мини-гостиниц построить. Просто мини-гостиница. У вас планы вообще какие, что сделать? Не издеваться даже жоспар. Жоспар бар, конечно, әрине. Отырғаннан кейін сайлауалды жоспарларымыз бәрі бар. Енді оның бәріне бюджеттен қаражат бөлдіруге кірісамыз, қаражат бөлінсе, бізде аспандағы айдаке болса ауылға қойғымыз келеді. Оның бәрі қаражатқа береді өздеріңіз білесіздер. Ал енді ауыл экономикасы төмен ауыл емес. Халықтың күнкөрісі бәрі жақсы, себебі кеден тұр. Ал жоғары жақтан бөлініп жатса, міне қазір осы аптаның соңы ішіне кіргендер автобус. Алар асфальттың обочинасын жасап жатыр. Ауылға құдай қаласа 3 километр 200 метр асфальт төсейміз. Я сейчас вспомнил один момент интересный там, в Чагучаке, когда были, разговаривали с местными казахами, казахами, которые родились в Китае, но хорошо разговаривают, знают казахский язык, и мы у них спросили: ребята, а что же вы не приезжаете обратно в Казахстан, на историческую родину? А ответили они прямо и, в принципе, очень правдиво. А что нас там ждет? Вот такой вот вопрос они задали встречный. И действительно, а что их здесь ждет? Здесь, в ближайшем поселке, границы, поселок Бахте, их ждет одна единственная больница, одна школа, один акимат и одна заправка. Постоянной работы нет. Местные люди, которых, к слову, чуть больше 2000 человек, тоже не знают, чем заняться. Ну и вот их ждет единственный парк в поселке. Парк, который уже давным-давно, видимо, не видел ни взрослых людей, ни деток. Ну и, в принципе, все. Поэтому вполне логично, что они сюда не думают и не планируют ни приезжать, ни даже переезжать на постоянное место жительства. Некоторые достаточно такие инициативные бахтинцы, они сегодня уже не тратят время, чтобы в областной центр ехать. И у них даже в свое время было понятие «Қалаға барамыз, поедем в город», и они подразумевали под городом Аягус, потому что поближе, вот съездить там на шопинг, так, да, грубо говоря, погулять. То сегодня они просто вечером в пятницу или после обеда уже переходят границу в Чагучак, выходные проводят там, в достаточно большом городе, где есть весь спектр развлечений и для детей, и для взрослых. И в понедельник рано утром переходят обратно и идут на работу. То есть вот рукой подать менее чем в 10 километрах сегодня у них достаточно большой город. Получается, по эту сторону как бы сельский пригород такой города, из которого они могут поехать туда. Я таких видел людей, которые туда ездят к стоматологу, к другим врачам. Но не все. Есть люди, которые долгие годы живя вот там в Бахте на границе, они по каким-то причинам не удосужились сделать паспорт и перейти границу. Енді мына жастарға көп жұмыс керек қой, сол жұмыс жағын ашса көркейтіп ауылға. Бұйырса болады деп дәмеленеміз, енді болып та қалар деп ойлаймыз енді алда. Қытайдың ана қаласына барып көрдіңіз бе? Жоқ, бұл жаққа барған емеспін әлі. Осы тура түбінде тұрып әлі барып көрген жоқсыз? Барып көрген жоқпыз. Қызық емес пе? Қызыққанда енді ол жаққа да енді бару үшін неме керек қой? Қаражат керек, документ керек. Оның бәрін жасау керек. Ақша керек, оның бәрін жасату керек, оның бәрін немету керек, бәрі ақшаға тіреледі кеп. Өзіңіз барып көрдіңіз шекараға? Барған жоқпын. Барып көрген жоқсыз ба? Неғып бармай жүрсіз? Ақшаңыз бару үшін де қаражат керек қой. Паспорт жасату керек ол жаққа бару үшін. Негіз барғыңыз келеді? Қатты қаламаймын негізі. Неге? Қытайлардан қорқасыз ба? Қорқам. Қытайлардан қорқасыз ба? Баруға қорқам негізі. Неге қорқасыз?
Неге қорқасыз? Зарплатамыз көтерілсе деймін біздің. Еңбек ақымыз ай сайынғы. Жоқ, қанша зарплатаны қалайсыз? Қазір. Өзіңіз бүкіл қажеттілігіңізді өтеп беретіндей өзі бір неңіз болады ғой? Қалауша айтқанда запросыңыз болады ғой? Иә. Зарплатамыз енді 200 мыңға көтерілсе жаман емес, ауылдық жерде. Қазір 100 мыңға істеп жатырмыз. Осы 1-2 жылда қосылды. О да жаман емес. Дегенмен де әр қарай тағы да қосылса дейміз зарплатамызға. Почти должны сказать лежать, лишние движения не делать. Как будто деньги с неба должны падать. Люди просто не понимают того, чего имеют. Вот это я поняла. А так вообще рядом границы можно... А так граница рядом, двигайся, пожалуйста. Просто люди двигаются не туда, куда надо. Они двигаются туда, куда вообще не надо лезть. В другой город лезут. Вот стоит, пожалуйста. Сделай, доезжай, да и бизнес делай там, и все. Нет, в смысле, чем они занимаются? Вот только Ну, так свою зарабатывают, скот продают. Вот этим вот, круговорот каждый год. Да. А вот это не используют, да, получается, возможности? У нас большинство Семипалатинска оттуда ездит сюда. Да? У меня подружка этим занимается. Сюда приезжает, вещи забирает, там торгует. Семейно. И выгодно, да? Да, она говорит, и мне выгодно. Она говорит, сама на машине ездит, приезжает. Вот на таком автобусе приезжает, забирает и уезжает. И там продают. 2-3 раза. Да, в оптовку сдает. Бутикам сдает все. А, оптом, да? Оптом сдает, и нормальные деньги, говорит, я нахожу. Ну, пожалуйста, она себе и мужу машину купила, и себе дом себе купили, и все обустроили. Вроде это же не сложно. Это не сложно, это просто у людей развито, значит, так. Деревенские, они, мне кажется, всегда остаются деревенскими, у них дальше нету продвижения. Они только на словах могут сказать, а в деле ничего не сделают. Ну вот если посмотреть на жизнь людей, вот мы тоже у местных спрашивали, вот что вам не хватает? Почему бы вам не пойти на эту границу? Почему бы не закупить товар здесь, не продавать? Ну вот мы просто такие идеи озвучиваем местным жителям вот этого поселка Бахте. Но они как будто бы говорят, ну нам это не нужно, нам это не надо, мы вот пенсию получаем, нам хватает, 100 тысяч тенге получаем, в школе работаем, нам хватает. Надо понимать, что бедные регионы, если у вас бедный регион, значит у вас, скорее всего, в этом регионе живет очень бедное население. Да, и бедное население не может конкурировать. Ни ваши компании не могут конкурировать, ни ваши домохозяйства не могут конкурировать с такими же компаниями и домохозяйствами в соседнем Суаре. Да, вот если посмотреть на такой срез социально-экономический, то мы видим, что Абайская область – это всего 1% всех депозитов по данным Национального банка, которые есть в Казахстане. В то время как в Алмате сосредоточено 40% депозитов, в Астане 18% депозитов. Да, и в этом смысле мы должны понимать, что, скорее всего, у населения просто нет достаточных доходов, чтобы активно заниматься предпринимательской деятельностью, активно торговать, покупать и так далее. Абайская область по многим показателям аутсайдеры и по строительству, и по газификации и так далее. Да, в то время как тот же Суар сегодня является одним из чемпионов по строительству. Суар – это достаточно большой экономически сильный регион, где у власти есть самостоятельность в том, как поддерживать местный бизнес, как развивать вот эти вот города, которые находятся на границе. И поэтому здесь недостаточно просто открыть границу и сказать людям, вот, пожалуйста, давайте, работайте, активничайте, развивайтесь, вот границу открыли, мы вам, что мы еще можем сделать для вас, да? В конечном итоге оказывается, что практически больше ничего, да, и поэтому мы видим, что для того, чтобы люди стали активными в таком городе, который мы сейчас с вами обсуждаем, недостаточно просто открыть границу. Тут нужны и другие стимулы. Да? Тут нужно, наверное, нужны какие-то образовательные программы, да, для малых предпринимателей, для средних бизнесменов. Тут нужны недорогие кредиты. Тут нужно государственное финансирование определенных проектов. Кроме того, мы видим, что когда Китай развивает свои какие-то специальные экономические зоны или какие-то свои отдельные города, он сначала строит инфраструктуру, он сначала строит коммерческие помещения, подводит туда коммуникации, создает там какие-то специальные экономические зоны, да, чтобы людям было работать комфортно с налоговой точки зрения, обеспечивает эту зону достаточным количеством финансирования, чтобы предприниматели получали дешевые кредиты, дешевые субсидии. Только тогда туда запускают бизнес. И когда есть инфраструктура, когда есть где работать, когда у вас есть свет, тепло, когда у вас есть хороший кредит, да, с относительно невысокой процентной ставкой, то тогда люди
действительно имеют возможность активничать и развиваться. Да? Но когда у вас этого нет, когда у вас голая земля и говорят, вот, пожалуйста, активничайте, в этой ситуации да, развиваться невозможно, особенно когда у вас конкуренция с Китаем. Конечно, когда на той стороне такой город, ну, кто-то пользуется возможностью, пусть ездит, да, но надо потом переносить. Я видел молодых кыргызов, которые жили в Москве, сказали, мы вернемся, мы будем притворять в жизнь все, что смогли здесь научиться. Не зря мы здесь ходим на чужбине, чтобы вот здесь оставаться, мы будем стараться поднимать. Возможно, это подвигнет к тому, что на этой стороне границы у нас появится тоже такой городок технологичный. Это же взаимосвязь какая-то. Будем надеяться. Я думаю, уже ваше поколение будет совершенно другим. Вот то молодое поколение, которое сегодня растет в Бахте, и, возможно, которое даже, может быть, надо групповые поездки делать туда для школьников, чтобы они учились. Может быть, побратимство со школами и так далее. Тут же рядом буквально. Ну что там, проехать, это ж вы переезжали границу, это буквально, ну, получаса нет, чтобы ты уже оказался, прошел все таможенные процедуры у нас и на той стороне, да? Поэтому будем надеяться, что и мы не лыком шиты. Вот в этом же и минус, что отдельные регионы, отдельный какой-то населенный пункт, он так или иначе зависит от решений в центральном аппарате таком. Вот у них, они там приняли решение, фискальную политику, вот налоговый кодекс придумали, все, он распространяется на всю страну. Вот если бы была бы самодостаточность у отдельного региона, допустим, ту же самую Абайскую область, пришел бы аким области и сказал, уважаемый господин президент, мы, Абайская область, у нас есть граница, мы лицо Казахстана. К нам вот приезжают китайцы, и нам стыдно за то, что они вот видят у нас здесь. Нет ни гостиниц, ни дорог, ни освещения, ни худо-бедно магазина. Давайте сделаем так, давайте сделаем там налоговые каникулы для бизнеса, который там будет строить. Пусть придут, построят гостиницу, пусть мы их обяжем там сделать какие-то социальные проекты, построить там детские площадки, условно, парки. Давайте дадим им на 3 года налоговые каникулы. Давайте вот так вот будем развивать. Потом их доходы давайте будем оставлять у нас в регионе для развития. Но это же нужно все озвучивать, имеется в виду. А у нас акимы, они в Абайской области готовят мероприятия по случаю 180-летия Абая. Вот они пойдут и 100 миллионов тенге потратят на какой-то концерт в центре, на площади. И отчитаются об этом. Вот об этом же история. Вот о таком, это и системные проблемы, и понимание местных чиновников, что они вот никак у них вот не поменяется вот это вот мышление о том, что не нужно о мероприятиях думать вот этих вот. Давайте деньги потратим куда нужно. Вот знаете, когда карьерный рост местного акима будет зависеть не от того, сколько он мероприятий провел, а от того, сколько у него открылось новых предприятий бизнеса на границе с Китаем, вот тогда он будет тратить деньги не на празднование юбилеев, да, наших, хотя это тоже важно, да, он будет тратить деньги на совсем другие вещи, да, вот на то, о чем говорите вы. Но пока этого не происходит, к сожалению, вот мы будем наблюдать дальше эту картину. Стимулы, понимаете, все зависит от стимулов. Есть ли у него стимул сегодня развивать приграничные города? Будет ли зависеть его следующее назначение от того, как себя будет чувствовать отдельный город, сколько в него придет новых инвестиций, сколько там будет создано новых рабочих мест? Да, сколько будет построено жилья, или не будет. И вот если не будет, то даже не мечтайте о том, что аким будет об этом думать, переживать, ночами не спать. У нас, к сожалению, вот KPI складывается из того, сколько мероприятий проведете, да, вот таких вот культурных. А что думаете вы? Почему китайский Чугучак развивается, а казахстанский Бахты нет? Что мешает? Отсутствие инвестиций, менталитет или экономическая политика? Могут ли казахстанские поселки у границы с Китаем процветать? И что для этого нужно? Пишите в комментариях. Ваше мнение важно для нас. Это Айран. Мы желаем вам всего самого лучшего. Берегите себя, своих родных и близких. Напоминаю, что вы можете поддержать нашу редакцию с помощью Каспи QR на экране или по ссылкам на Patreon и Каспи в описании к видео. Благодарим тех, кто уже это делает. Это важно.